Мои дети ходили наверное, в абхазский детский садик, в котором из 40 человек только 3 разговаривали уверенно на абхазском. И на мой вопрос, почему воспитатели не говорят на абхазском, в абхазском детском саду, мне отвечали, да потому что это приведет к хаосу. Дети не понимают языка, а если вы попробуете сорганизовать 4 десятка ребятишек, которые вас не понимают. То же самое повторилось в школе, где из 40 и 43 человек не говорят на абхазском достаточно уверенно, не более 5 человек. Та же самая проблема. И как вы считаете, если дети ведь, они не мыслят абстрактно. Вы им скажите, вот сегодня я дам тебе плитку шоколада, одну, но в конце месяца, если ты от этой сладости откажешься, я тебе дам 10 плиток. Я уверен, что каждый ребенок выберет сладость здесь и сейчас. Данным запретом мы что, стимулируем, чтобы дети... Это способствует как-то развитию языка? Вы можете мне сказать о том, что это больше стимул и задача для их родителей. Но обратно, мы все с вами родители. Мы все, да, родители. Да, мы без этого стимула не знаем, что нашим детям важно говорить на абхазском. Я, например, не владею родным языком в должной мере, но мне важно, чтобы мои дети знали. И я прилагаю значительные усилия, и мне это очень нелегко дается, потому что система мне ни в чем не помогает. И нам нужен системный подход. Научный системный подход, где у нас есть академия, где у нас абхазский есть государственный университет, есть филологические